Сегодня жара жуть. 24 плюс. Ужас. Вчера рыбу поймали, разделали. Что с ней делать при такой жаре? Плюс 24 градуса. Обычно осенью вот этими елками рыбу храню. Тут в тени деревьев никогда жарко не было. А в такую жаркую погоду? Плюс 19. Все равно жарко. Сейчас мы определим, какая температура на ручье. Ночью плюс 10 было, а позавчера плюс 4. Так что тащим разделенную рыбу к ручью. В тени деревьев плюс 18, плюс 19. Надеюсь, на ручье холоднее. Сейчас проверим. Тяжелые. Но где-то там ручей-то. Как далеко. Так, это что? Долго дождей нет и ручей практически упал. Но какое-то течение есть, уже хорошо. Так, ладно. Сейчас мы сюда куда-нибудь засунем. Так, первым делом надо не мочить. Поднимем. Бродни. Ну что? Оба. Давай сюда. И ты сюда. По ощущениям. Ух ты. Ух ты. Холодная водичка-то. Холодно-жарко. Это чисто субъективно. Сейчас мы смеряем температуру, которая деревяшка, которая в воде. 15. Вот то ли дело. Ладно. Выбирать 19 и 15. Выбираем 15. Прямо на течении. Опа! Хрена себе. Какое тяжелое. О, стоять. Стоять. Ну и лапником сейчас закрою, чтобы солнечные лучи не попадали. Так. Погуще надо. Ну, хотя бы так. Нам не надо солнца. Ну, как-то так. Вот неожиданная жара, блин. Начало сентября у нас заморозки обычно бывают. А тут 25 почти. Ладно, переживем. Еще дятел тут летает. Так, ладно. По плану Архимеда у нас был план использовать пойманную рыбу. Оптимы сегодня на лиму поставить. По одной простой причине. В сентябре клев начинается. По одной простой причине. Потому что в сентябре температура падает. По крайней мере должен. Какой клев плюс 24. Сейчас он лежит и на ладан дышит этот налим. Так что мы откладываем ловлю налима на октым, то бишь на крючок, до следующего раза. Надо, чтобы похолодало. Фух. А тут жарень такая. Сильно непривычная, особенно для этого времени. Поэтому продолжаем ход работы. У нас лестница на берегу сломалась, залазить тяжело, особенно с грузом. Делаем лестницу. Так, и первым делом скидываем портки, чуть не сказал. Бродни. В броднях сейчас ходить, не дай бог работать. Кошмар. Запаришься выше головы. Оденем типа тапок. Вот такие бродни, которые на мне сейчас обуты. Отличная штука. Легкие. Можно сказать, здесь прочные. Вот это тонкое, мягкое. На коленях очень хорошо мягко. Колени не протирают, не жмут. Вроде бы как отличная штука. Но редиска очень большой минус. Что они долго не терпят. Советские, что у меня были, они 2 года терпели у меня. Выдерживали. А тут вот чуть зашел на 5 секунд. Вроде в выпрямленном состоянии дома храню. Выпрямленными голенищами. Все равно дырявые, легко бережатся и протекают. И по-хорошему год службы от силы, если повезет. А так буквально на 1 сезон. Поэтому, предвидя такие причиндалы, думаю, дай вспомню.
И купил российские, посмотреть. А они как? Качество. Сережа, это у тебя карта памяти? Российские бродни купил. В интернете. В наших магазинах их нету. Ладно, чуть попозже. Сейчас пока в жару. Нафиг проверять их. Но сразу видно, что это такое. Как при Брежневе придумали, экономика должна быть экономной. И как попугай повторяют. Что это такое? Давно уже придумано для удобства охотников, чтобы бродни не падали. К ремню прицепляют. А тут что? Хочешь цепляй, хочешь не цепляй. Редиски. Так, какой-то момент был. Российские очень жесткие делали. Сесть нельзя было. Ногу продавишь. Это вроде относительно мягкое. Ладно, потом проверим. Ждите своего момента. Ну, начинаем ход работы. Я под погоду вон оделся. Кепи взял и наколенники. А то колени слабоваты стали. На колени становиться надо будет. Болото такое сухое. Тут в этих, не то что в тапочках, в босоножках ходить можно. Да. Осень называется. Ну, в этом лесу материала для лестницы навалом. Сейчас поцеле. О, по-моему, первый сорт. Сухая. Ладно, сейчас поищем получше. В принципе, такой же длины и сантиметров 20 длиннее. Так, раз, два, три, четыре, пять. 5 ступенек. Образец. Вот, тяпи падает. О, ух ты. Они 180 были порядочно. Что, спил сделаем, посмотреть, не гнилое, не гнилое. Да, мне кажется, тут все под ногами. По-моему, первый сорт. О, упругая. Нормально. Блин, меня только на солнце даже глаза слезятся, смотреть не могу. Солнце глаза давит. В тенечек, что ли. Хоть чуть-чуть зайти. Ну, сейчас распилю. Тут рядом все, далеко и ходить не надо. Так, ну первым делом что? Берем пилу, меряем, какой длины нам надо. Ну, на глазок. Пила и 8 сантиметров. Пойдет, наверное. Пойдет. Вроде ничего. Только 4 ступени тоже сделаем, да? Или 5? Раз, два, три, четыре. 4. 5-й берег будет. Так, 8 плюс пила. Так, ну-ка. Тут ли образец? О, глаз ватерпас. Ну что, распилю здесь, я посмотрю. Ох, редиска. Вот кто-то сюда придет, случайно увидит кучу пиленных, удивится. Ансвайндрайн. Ну, плюс 20 сантиметров. Порядочно длина будет. Пойдет. Лет 5 минимум. Так, ну что, облагородить надо? Или такую оставить? Слушай, правильная мысль. Если старые поперечные первый сорт в отличном состоянии, что их не использовать? Если старая конструкция хорошо служила, такую же конструкцию и делаем. Круглая к круглому кататься будет, упадет. Так, зацеп. Ширина шага для тебя нормально было? Сойдет. Такую же ширину сделаем. Эту хоть старую используй. А, на поперечине. Так, где тут? Вот это у меня образец будет. До сюда. До сюда. Ага, зажарился. В реке кто-то булькает. Ну что, ребята, вторую молодость
изогнута, как будто нога, чтобы удобнее ставилась. Мгм. Ну, что он не прямой, что ли, такой? Сильно не прямой. Полукруглый. Ну-ка, этим. О, этим удобнее. О, начало есть. Как сказать, вот этот самый короткий, наверное. Мы его куда? Мы его вверх. С легким сужением. Остальные подгонятся. Ну, поехали кататься. Собственно говоря, если это забью, почти спуститься можно. Мгм. Так, с противоударом получше. Лестница не прыгает. Ну, первое испытание. Давай я левый попробую. Тут это мешает. Иногда и левша требуется в работе. Ну, завершающий этюд. Ну, слушайте, моторка едет. И не лень народу в такую жару ездить. Так, ну что, завершающий. Оба. Фу. Фу. По-моему, первый сорт. И по длине, и по этим, по количеству ступеней. Ну, значит, обновлять будем. Инженеров, кто мост строил, заставляет по мосту бегать, чтобы развалиться нет. Ой, мост построили, лень туда-сюда ходить. В такую жару. Поверьте на слово, да. Поверь на слово. Должен выдержать. Ладно. На сегодня хозработы, наверное, все. Да, в такую жару кто работает, блин?